Всем привет и слава Украине. Передача «Новости Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гела Васадзе, и сегодня у нас традиционный разговор с долгожданным, потому что я был вынужден на прошлой неделе отлучиться, и у меня график полностью сбился, Русланом Габасовым. Приветствую, Руслан. Очень рад вас видеть. Приветствую, Гела. Приветствую всех зрителей. Руслан, то, о чем я хотел с вами поговорить неделю назад, может быть, сегодня некоторые скажут, что что Гела пристал к этой теме, она уже не актуальна. Нет, она актуальна по-прежнему, во-первых. А во-вторых, конечно же, я бы хотел поговорить о том, что произошло в Екатеринбурге. Как вы это восприняли? Как восприняли это в Башкортостане? Наверняка восприняли по-разному. Но прежде чем начать, я хочу сделать небольшое такое отступление для моих любимых, дорогих зрителей. Вот когда мои армянские коллеги некоторые упрекают меня в предвзятости и в позиции в более проазербайджанской позиции, я и в качестве примера буду показывать нашего зрителя, сторонника русского мира АК. Он классический провокатор. Причем, конечно же, они мне скажут, что он наверняка из России, из фабрики ботов и так далее. Нет, я верю в то, что он настоящий. Просто так думает часть этого общества. И вот таких, как АК, уже не вылечить. Но других, которые его слушают, еще спасти можно. Это я к тому, почитайте то, что было написано наверху там. Вы поймете, что это диагноз. Я прошу прощения, просто я там почитал и хотел написать, но потом думал, скажу прямо. Итак, что произошло в Екатеринбурге, насколько это было болезненно воспринято в той же Уфе, в Башкортостане, наверняка у вас есть связь с родиной. Зачем ДОСТ? Не надо блокировать. Дур каждого должна быть ДОСТ, порекомендовала его заблокировать. Нет ДОСТ. Дур каждого должна быть видна. Это пример. Прошу вас, я прошу прощения. Но то, что произошло в Екатеринбурге, конечно, взорвало, наверное, не только всю страну, не только всю Россию, но вообще весь постсоветский, скажем так, мир. И когда убивают людей, убивают, вроде бы должен быть закон, да, по закону должны, если у тебя есть какие-то к нему претензии к человеку, ты арестовываешь, и, соответственно, потом там следствие разбирается. Все проходит в рамках закона, то есть чинно и так далее. Здесь, не знаю, какое-то зверство было, просто людей избивали, в итоге людей убили, да, и потом все это, никаких извинений, никаких, скажем так, объяснений, что это произошло. Конечно, когда есть такое отношение, ясно, что по национальному признаку все это было. Никакое не криминальное, потому что других мы не видим, чтобы криминальных каких-то там группировок или что-то, к ним подобное отношение было, чтобы просто при задержании убивали, забивали насмерть. Такого как бы я не видел еще, не слышал. Но вот по отношению сегодня к народам, да, бывшего Советского Союза, сейчас, которые стали независимые, такое уже на протяжении нескольких лет, с момента того, как, скажем так, Россия откровенно превращается в такую фашистскую страну, где коричневая чума просто расползается по всем регионам, и этим заразилось не просто какое-то, знаете, там, низовое общество, там, маргиналов, а уже полицейская система так работает. Уже вот, когда забивают людей насмерть по национальному признаку. Конечно, это не может не волновать нас, потому что мы тоже не русские, мы точно так же сталкиваемся, потому что много башкир живет за пределами сегодня Республики Башкортостан и в том же самом Екатеринбурге. Кстати, в Екатеринбурге, в историческом музее, там у них прям записано, что коренной народ данной земли является башкиры. Вот. Но в то же время, с учетом того, как все это сейчас происходит и какое отношение идет к нерусским, это очень сильно напрягает. То, что Азербайджан так жестко ответил, это, конечно, радует. Это, конечно, радует, что есть, скажем так, страны, есть силы, которые могут дать достойный ответ. Вот здесь давайте я у вас спрошу сейчас ключевой вопрос. А могли ли на месте азербайджанцев в данном случае оказаться башкиры?
я уверяю, что легко такое можно представить, потому что уровень ксенофобии настолько высокий, и тут явно не было прицела вот именно, знаете, выбрать именно вот азербайджанцев. Да, вот мы хотим ударить чисто по Азербайджану. Хотя, может быть, что-то такое и было в связи с событиями полгода назад, да, когда сбили самолеты, когда обострился конфликт. Вот. Возможно, но я уверен, что такое может произойти в отношении таджиков. Мы помним, да, как им после Крокуса резали уши официально, там показывали все это на камеру, пытали током и так далее. То есть, если вы подозреваете этих людей в каких-то преступлениях, относитесь к ним по закону, то есть арестуйте и проводите какие-то следствия, но не пытки же прям в прямом эфире, да, когда отрезают уши людям. Это явный показатель, вот еще раз говорю, вот это вот до такой степени страна скатилась к фашизму, к ксенофобии, что и именно по отношению к нерусским. Вот это все это разгоняется. Так что вместо азербайджанцев могли быть любые, и таджики, и узбеки, и кыргызы, и казахи, и башкиры, и татары, и любые. То есть то, что при этом башкиры там или татары являются гражданами России, это не было бы препятствием. Если это будет группа лиц, башкир, допустим, которые, скажем так, достаточно чувствуют себя достаточно, знаете, так сплоченно, которые стараются отстаивать свои права, у которых есть какой-то бизнес, которые там собираются по этническому признаку, и это многим не нравится. И тем более, если пытаются как бы качать свои права, законные права, конечно, такое отношение можно легко ожидать к себе, потому что, еще раз говорю, русским им не нравится, когда какие-то другие народы качают свои права. Законные права, напомню. Понятно, что законные права, и в данном случае, давайте скажем так, много мы говорили о тюркской солидарности. Был ли этот элемент в Башкортостане? То есть среди ваших друзей писали ли вам об этом, говорили ли об этом? Вся личка была забита, люди отправляют, люди видео вот это отправляют, люди радуются тому, как Азербайджан ответил. Больше всего вот это вот вдохновило, что не утерлись в очередной раз, когда в отношении тех или иных народов происходят какие-то ужасные вещи, и там ограничивается только тем, что вызывают посла там, и вручают какую-то ноту протеста. Нет, здесь как бы достаточно серьезно ответили, я считаю, показательно ответили. Да, возможно, с какими-то там перегибами, но не с такими перегибами, как это произошло в России. Но и какую ярость вызвал вот этот ответ у пропагандистов тех же самых, мы видели, да, там как горели у них все точки задние, как говорится. А так, да, конечно, азербайджанцы в этом случае полностью, башкиры полностью поддерживают азербайджанцев, даже если бы это были бы даже здесь не тюркская солидарность, если бы это были бы грузины, если бы это были бы армяне, если бы это были бы осетины или кто-то другие народы, я думаю, что как бы солидарность точно такая же была, потому что все устали от этого от русского нацизма. Секунду, я забаню уродца, а потом продолжим разговор. Все-таки он меня довел. Идем дальше. Ясно, но почему я сказал про тюркскую солидарность? Потому что понятно, что та же национальная борьба за свою идентичность башкир, она невозможна без... Вернее, она возможно все что угодно. Тут я неправильное слово подобрал. Она нуждается действительно в тюркской солидарности, в том числе и, значит, и прежде всего тех стран, тех тюркских народов, вернее, у которых есть свое государственное образование, свое государство. Это важно, потому что вот когда случилось это в Екатеринбурге, я подумал, как важно иметь свое государство. Вот не будь сейчас Азербайджана, некому было бы за азербайджанцев вступиться, в общем. Так ведь? Несомненно, потому что вот я думаю, что из сегодняшних наших народов, которые населяют Россию, которые имеют республики и которые не имеют республики, тем более, я думаю, что за себя могут постоять только, наверное, чеченцы.
чеченцы, которых действительно там, ну, не прощают в отношении себя, там какие-то оскорбления и так далее. Мы помним, да, недавно случай, когда там какого-то блогера армянина там за ноги, за руки утащили с вокзала, вот, который там позволил себе оскорбление в адрес женщин, детей там, и так далее. Вот, вот только единственный народ. Остальные они, ну, это почему так? Потому что, ну, действительно, Чечня, она имеет определенный свой статус, который завоевала кровью, скажем так. И они держат, скажем так, планку достаточно высоко. Остальные народы, они, скажем так, все, ну, можно прямо говорить, что порабощены до такой степени, что они не могут как-то там действительно отстаивать свои права на федеральном уровне. Ну, татары, может быть, что-то, но и то только могут ограничиться какими-то там возмущениями максимум. Мы видели вот несколько раз, я, кстати, у себя на канале выкладывал, там, когда недавно вот полицейские остановили бурятку, и остановили только из-за того, что у нее азиатская внешность. Она прям спросила, да, почему вы меня останавливаете? Я говорю, мы проверяем, потому что у вас азиатская внешность. Она говорит, и что, у нас что в России? Говорит, у нас только в России азиатов живет, как вы вообще можете останавливать людей по такой внешности? То есть я гражданинка России. Ну вот, как бы, что вы возмущаетесь, чем вы недовольны начали приставать к ней? До этого был момент, когда там русская община приставала там тоже к бурятке. Ну, просто остановил ее человек, то есть не имея на это никакого права, и начал ее там задерживать, там она начала кричать, полицию вызовите, я гражданинка России. То есть я не видел, чтобы глава Бурятии как-то отреагировал на такие вот выпады. Подобные отношения, если бы то же самое было бы к башкирам, к якутам или каким-то другим народам, калмыкам, я не уверен, что точно за своего главу я могу сказать, за главу Башкортостана, что он точно бы не отреагировал. Это до такой степени лояльный Кремлю человек, до такой степени услужливый, которые вещи по отношению, если будут каким-то башкирам подобные вещи возникать, он никогда, скажем так, не скажет ничего против системы, тем более. Слушай, ну вот это же на самом деле показательно, и это интересно. А почему? Ведь по факту ему разве не нужно? Не нужна поддержка в республике? Я хорошо помню начало 90-х, и хорошо помню большие митинги на площади Свободы в Казани, где, в общем-то, призывы были такие: Шаймиев, стань президентом татар. Стань президентом Татарстана. И да, ему было очень тяжело. Он был партаппаратчиком с огромным стажем. Он прошел до первого секретаря обкома. Это, на секундочку, номенклатура ЦК КПСС. Вы представляете, да, степень зависимости от Москвы и так далее, степень... Но он действительно защищал свою страну, свой Татарстан. Для него это было родное, для него это было естественно. Для уроженца Актанышского района это было естественно. Мне кажется, немножко другое время было. К тому же, почему, как бы сейчас многие вспоминают 90-е годы, почему там так было свободно, почему так народы немножко себя более вольготно чувствовали. Я думаю, что этому предшествовало, все-таки мы помним советское время перестройки. Как-никак, все равно там 3 года было, когда начали постепенно раскручивать гайки, когда начали открываться архивы, когда начали говорить о проблемах. Соответственно, все больше и больше народ вовлекался в вот эти вот демократические процессы, там, гласность, мы помним, да, плюрализм, слова, которые там постоянно произносил Горбачев Михаил Сергеевич. И это постепенно раскрепощало людей. То есть и к 90-му году, когда начались все эти процессы развала СССР, уже народ был более-менее раскрепощен и свободен. Устал от системы, уже как бы понял, что можно говорить, что система вообще уже слаба, что коммунистическая партия уже не такая всесильная и так далее. То есть КГБ уже как бы хватку свою отпустила. Вот это способствовало тогда. Я считаю только это. Потому что, но сейчас, вот если резко
скажем так, что-то вот изменить, да, что, мне кажется, очень быстро народ так не раскрепостится. То есть ему нужно для этого время какое-то. Поэтому вот когда мы в своей пропаганде о независимости, скажем так, доносим до наших людей, до наших жителей Республики Башкортостан, я понимаю, что это долгий процесс. Вот прямо сейчас, дай независимость башкирам, башкортостанцам, жителям Башкортостана, они, я думаю, не будут готовы к этой независимости. Они, скорее всего, побегут подписывать очередной договор с Москвой. Вот. И вот это больше всего опасно. Поэтому нужно готовить их. Нужно готовить, нужно просвещать, нужно объяснять, насколько ущербна эта система имперская. И насколько нам плохо в этой системе. Чтобы они прочувствовали это на своей, вот, ну, на своей шкуре, как говорится. Да? Я поэтому всегда говорю, чем хуже, тем лучше, да? Повторяя слова великих классиков, как говорится. Вот. И цель моя – это довести мой народ Башкортостана до состояния литовцев, которые к 90-му году просто были готовы к независимости. Вот они всем своим народом желали этого. И вываливались на улицу, выходили на улицу сотнями тысяч людей. Мы помним, да, вот тот же самый Балтийский путь, там, да, который вот как он, сколько населения вышло там в 3 республиках. Вот до такого состояния нужно доводить народ. А сейчас он как бы, ну, у него мало, у нас сейчас проблема с Крактау, да, хребет Крактау такой есть у нас знаменитый, где нашли якобы медь и хотят сейчас там начать взрывные работы. Если мы помним, как 5 лет назад на Куштау вышло там десятки тысяч людей защищать и дрались с ОМОНом, там руками разрывая, как говорится, все эти сетки, колючую проволоку, то сейчас даже на одиночные пикеты боятся выйти. До такой степени запугали народ. В такой системе сложно как-то отстаивать права свои. Действительно, когда власть убивает, отстаивать права крайне сложно, но все равно это же недовольство наверняка копится в народе. Вы наверняка следили и за тем, как реагируют скажем так, оппозиционные СМИ, которые все практически не находятся вне пределов досягаемости Путина. Что скажете по этому поводу? Меня удивило то, как они вместо того, чтобы, вот, знаете, обличать путинский режим, они начали обличать сразу же азербайджанский режим, да, алиевскую власть, называя его таким же диктатором, что вот он ничем не лучше Путина, что у него там все плохо, что там система держится на нефтяных доходах только, в стране нету свободы слова, в стране все плохо, вот. Клан Алиева богатеет, азербайджанцы бедный народ, как бы, который все это терпит. Вот, вот это удивительно, да? Вроде бы не азербайджанцы убивали россиян, русских, да, а наоборот все было. Но всех возмутило именно то, как показательно, скажем так, азербайджанское телевидение показало и вообще выступило, да, с обличением вот этой путинского режима, имперского режима. Мы помним эту вот знаменитую передачу, их новостная, потом показали задержание, да, там, конечно, были, я считаю, что возможно, ну, скорее всего, перегибы были, да, там, с синяками и так далее, то есть, но вот это больше всего меня поразило, как они кинулись именно, скажем так, мочить Алиева и его власть. Особенно там такой есть Федор Крашенинников, такой псевдолиберал, как говорится, да, у него в течение целого дня, пост за постом, у него был именно какой плохой Алиев. То есть там ничего про Путина, а вот именно про Алиева. Вот это меня больше всего удивило, конечно. А почему так? Это попытка найти оправдание своим? Или же тут более глубинное? Просто, ну, вот такое отношение, потому что оно в подкорке головного мозга находится. Я думаю, что здесь включается, ну, они же все имперцы, как бы, да, мы все это прекрасно понимаем, и здесь включился у них в очередной раз этот имперский нарратив о том, что как посмели вот эти вот народы, которые когда-то нам там столько веков принадлежали, над которыми мы там властвовали, которым мы все дали и все построили, вот, и как они посмели вообще голос поднимать на наш народ, на нашу страну,
Вот я думаю, что здесь вот это играет, потому что, ну, они уже неоднократно доказывали свою имперскость. Многие вообще открыто об этом начали заявлять, такие как Юлия Латынина, допустим. И поэтому вот здесь это именно играет. О том, что там, ну, то, что там путинский режим плохой, они об этом, конечно же, говорят, но они всегда отделяют Путина от России. Вот Путин это плохой, Россия это хорошая. Путинский режим плохой, а все россияне это хорошие. Вот и почему они так делают? Ну, понятно почему. Та же самая Юлия Навальная. Они стараются как бы работать на свой электорат, то есть в будущем, думая, что когда путинский режим рухнет, они туда приедут, будут участвовать в каких-то выборах, и народ им вспомнит, как они не предавали интересы россиян, как они говорили, что Крым, ну, де-факто, де-юре как бы, да, украинский, но де-факто там много миллионов россиян живет с российскими паспортами, а что с ними делать? Вот, и как они обличали те, скажем так, государства, те республики, ту власть республиканскую бывших советских республик, которые посмели что-то там сказать против россиян. Вот это вот они уже работают заранее, да, на свой будущий электорат, думая, что они смогут участвовать в каких-то там выборах и бороться за власть. Ну, я считаю, что у них просто нулевые шансы. Стоп. Так что предлагается? Такая либеральная империя. Был же такой, по-моему, либеральная империя, когда у всех свобода, все как там у этого, у Оруэлла, все, говорят, животные равны, но некоторые все-таки равнее. Да. Так вот, ну что, здорово же, у всех свобода. Вон Буранный пришел. Буранный это, он не случайно Буранный полустанок, это классический пример Манкурта. Это человек, который пишет, что казахов спасли русские, Россия спасла казахов, казахов вообще бы не было бы, голодомора в Казахстане не было. Тогда все голодали, и Казахстан голодал. И вообще на латиницу переходить нельзя, он вот сейчас написал, потому что, ну, перейдем, говорит, на латиницу, будет у нас все как в Париже, кава будет в Париже и Венская опера. Нет, кава как в Париже в Астане уже есть. Я был не хуже ничуть. Опера, ну, в опере не был. В опере не был, но наверняка там тоже есть она. А вот что касается всего остального, о чем мы с Русланом говорили, слушайте, Буран, слушайте. Хотя Чингис Айтматов уже все написал. Даже после этого неудобно спрашивать, но спрашиваю, почему. Комитет Башкирского национального движения за рубежом поддержал инициативу чеченского движения «Единая сила» о создании в ПАСЕ отдельной от русской оппозиции площадки для взаимодействия с коренными народами России. Это о чем и про что, чтобы было для наших зрителей. Кстати, подписывайтесь на канал, прошу прощения, подписывайтесь на канал Руслана, вступайте в группу Комитета Башкирского национального движения за рубежом, очень интересная группа, я уже там. Так что ссылки в комментариях, в описании ролика. Спасибо, Пожалуйста. Гева. Ну, как раз именно это про то, о чем мы сейчас здесь и говорили, о том, что русская псевдолиберальная оппозиция, пытаясь сохранить страну, пытаясь сохранить империю свою, сейчас активно, скажем так, выступает в парламенте. Тот же самый Кара-Мурза, мы помним, да, там недавно сделал такое шокирующее заявление, что, оказывается, не русские народы больше всего кровожадные и убивают украинцев, а на самом деле русским жалко убивать украинцев, что они, ну, там, видать, воюют, не хотя воюют, а вот больше всех там такие зверства устраивают именно чеченцы, буряты, но и другие народы не русские. Вот. И вот чтобы вот таких заявлений не было в ПАСЕ, чтобы такие, как Кара-Мурза, Навальная, Яшин, чтобы они не говорили там о том, что Россия будет сильной, великой страной для всех, якобы, и что русские не виноваты, русские это хороший народ,
который не начинал войну, что это там только Путин начал войну. Вот для этого мы, то есть уже гражданская сила, такая чеченская организация, которую возглавляет Джамбулат Сулейманов, единая сила, извиняюсь, единая сила, которую возглавляет Джамбулат Сулейманов, они уже давно там работают с Европарламентом, с депутатами и пытаясь договориться с ними, пытаясь, скажем так, создать площадку именно для коренных народов, без русских, чтобы мы сами могли говорить за себя. Потому что когда выступает та же самая Юлия Навальная или там Кара-Мурза, они говорят за всю Россию. Однако вот, вот мы, допустим, да, башкиры, наш комитет не давал им таких полномочий говорить за башкиров. Когда они там говорят, вот мы там, вся Россия, такие-то, такие-то, мы этого хотим, этого желаем, этого требуем. Мы не давали им таких полномочий, и мы так не думаем, как она говорит. У нас есть свои потребности, у нас есть свои желания, свои заявления, и также у других народов. И у нас абсолютно разные видения на будущее этой страны. Они видят нас в составе этой империи, где башкирский язык хоть и будет государственным, но не обязательный для изучения, где мы обязаны там будем отстегивать в федеральный центр какие-то определенные налоги, подчиняться Москве и так далее. Мы этого не видим, мы этого не хотим. Мы считаем, что все доходы Республики Башкортостан должны оставаться в составе самой Республики Башкортостан, что мы вообще не должны зависеть ни от какой от Москвы. Мы должны жить в независимом государстве, как сейчас живут 15 бывших союзных республик. Вот поэтому Джамбулат Сулейманов очень хорошее такое дело начал, мы его поддержали. Кстати, не мы первые поддержали, еще до этого татары поддержали, татарское национальное движение, карелы поддерживали, я знаю, там сибиряки поддерживали. Чем больше будет таких инициатив, чем больше будет, скажем так, обращений к депутатам Европарламента, тем, я думаю, ближе мы будем к цели создания именно такой площадки. Она очень нужна нам, чтобы напрямую разговаривать с евродепутатами. Вот, кстати, это очень важный и очень актуальный вопрос. Насколько евродепутаты готовы напрямую разговаривать и насколько, скажу так, мощный лоббинг, мощнейшие лоббистские группы существуют у этих оппозиционных групп из России. Понятно, что они из Москвы, понятно, что они часто ездили за рубеж, понятно, что их поддерживают и так далее. Насколько евродепутаты готовы и вообще зарубежные политики готовы к таким контактам и к системной работе? Ну, я бы не сказал, что они прям очень готовы, но в любом случае они уже ряд мер, они какие-то предприняли уже, ряд шагов. Потому что в прошлом году они в одной из резолюций Европарламента уже были пункты о деколонизации, о характере российского государства как о характере империи. То есть они это подчеркивали, они это, скажем, указывали на эти проблемы. И, соответственно, если это есть в резолюции, ее нужно соблюдать. Именно вот на эти рэперные, как говорится, точки мы и хотим опираться и с ними вести такой диалог. Конечно, их нужно подталкивать, их нужно постоянно теребить. Вот Джамбулат Сулейманов этим занимается, и мы готовы ему в этом помогать. Вот. А так, если как бы стоять со стороны, смотреть, я думаю, что хорошие русские, которые действительно имеют там очень сильное лобби, и они очень быстро, скажем так, перехватят всю повестку и будут от нашего имени говорить, что Республика Башкортостан не хочет ничего, что никакого независимости им не надо, все у них хорошо, башкиры – это русский народ, да, как сейчас Путин пытается всем доказать. Вот, что-то такое будет. Найдут какого-нибудь там верного башкирца, который выступит в Европарламенте и скажет, что нет, Башкортостан никогда не хотел независимости, и башкирский народ это верен Москве. Мы там готовы всю жизнь жить под Москвой. Примерно что-то такое, допустим. Вот. Поэтому еще раз говорю, что мы должны сами разговаривать за себя. Сами, как представители национальных государств, потому что наши республики являются государствами по Конституции Российской Федерации. Ну и по нашим конституциям тоже. Это государство. Не слышно, Гева?
Это принципиально важная тема. И следующий вопрос в связи с этим. А как ведь в российской оппозиции есть разные люди. Все-таки неужели все они вот однозначно за это? Или все-таки есть исключения? И как среди российской оппозиции относятся вот к таким инициативам? Потому что я хорошо помню значит, слова, которые были сказаны Руслану Айсину, типа того, мамкины суверенизаторы или... Ну, мамкины деколонизаторы они нас называют. Деколонизаторы, его мамкины деколонизаторы, да. Насколько все-таки есть ли в российской оппозиции люди, которые не считают вас мамкиными деколонизаторами? Есть, и с каждым разом таких становится, скажем так, оппозиционеров все больше и больше российских, именно из российской оппозиции. И, ну, допустим, Евгения Чирикова, да, всем известный общественный политический деятель, она прям открыто говорит о том, что национальные республики должны сами решать свою судьбу, народы сами должны решать свою судьбу. Мы, русские, не имеем права им что-то навязывать, что-то за них говорить. Об этом говорит Марк Фейгин, у которого миллионная аудитория. Он открыто говорит, что Россия не должна сохраниться в том состоянии, в котором она сейчас находится. Будет полураспад, где национальные республики все должны уйти. Или, по крайней мере, решить между собой, там, хотят они остаться или не хотят. Но, по крайней мере, мы, говорит, им всем должны дать независимость, а потом они уже сами будут решать. Возможно, уйдут, он говорит, что и регионы другие, которые не захотят, и тоже мы им должны предоставить такую возможность. Об этом говорит Борис Акунин, об этом говорит Игорь Яковенко, об этом говорит Игорь Эйдман, Илья Пономарев об этом говорит. Я знаю, что очень часто Липсиц, экономист, об этом говорит, но правда он говорит, что распад будет не по национальным признакам, а там по экономическим, по регионам и так далее. Но в любом случае он говорит о том, что распад будет. Вот. Об этом говорил Иноземцев, Владислав Иноземцев, о том, что распад вероятен, скорее всего, он произойдет. Очень многие подтверждают, что на сегодняшний момент имперский характер России как раз это вот тот тупик, который не даст развитию этой стране. И нужно исключить имперский характер. А для того, чтобы исключить имперский характер, нужно, как говорится, дать свободу. Когда нам дадут свободу, ну, тут представим, что вот всем дали свободу, гласность, демократия, плюрализм, все, вот разрешили региональные и республиканские партии, я приеду, возвращусь в республику, я в первую очередь организую партию за выход нашей республики из состава России. Как они мне ее запретят? Ну, либо они не смогут мне запретить, опираясь на свои демократические какие-то принципы и свободы, либо они меня посадят снова. Тем самым покажут свой имперский в очередной раз характер. Да? Поэтому они обречены. И когда там Певчих, да, Мария Певчих говорит о том, что ей открыто задают, а вам что, жалко, что ли, что если Башкортостан там выйдет из состава России? Она говорит, конечно, жалко, говорит. Мне будет очень жалко, если Башкортостан, Уфа там станет независимым, Башкортостан станет независимым государством, а Уфа будет столицей независимого государства. Мы, говорит, же можем им просто отсыпать полномочий. Вот. Она прям так открыто заявляет. И меня вообще это поражает. Вот, да? Барского плеча отсыпать. Да. То есть она там по палатам ходит, там по кремлевским, там сундук подошла, там открыла его, полномочий набрала оттуда гостями, и нам давай отсыпать там с барского плеча полномочия. Нате, башкиры вам, нате полномочия, только оставайтесь, пожалуйста, не уходите. Примерно как-то так. Слушай, вот зачем башкирам нужна национальная независимость? Я понимаю, а зачем Певчих, Латынина, в данном случае собирательные образы? Им-то зачем нужны башкиры? Они что, вас так любят, что вот будет очень плохо, если вас не будет в составе России? Вы же не улетите на Марс, вы будете с соседями, добрыми соседями, я уверен. Уверен, что конфликтов никаких не будет, войн не будет между вами. Ну а зачем вам воевать, ну, с Ульяновской там областью какой-то или Саратовской областью какой-то? Какой смысл? Ну вот зачем это все? Вот что? Она часто бывала в Уфе. Я в Казани жил 11 лет.
За эти 11 лет я 2 раза был в Уфе. Не думаю, что Певчих часто бывала в Уфе или в Я вообще Казани. сомневаюсь, что кто-то из них был в Уфе. Им башкиры не нужны. Вообще, абсолютно. Они были бы рады, чтобы вот им нужны наши земли, им нужны наши ресурсы. Вот что им нужно. Им нужна наша башкирская нефть, газ, медь, золото, тот плетняк, который у нас добывается, мрамор известный, знаменитый. Вот что им нужно. Природа наша башкирская, лес нужен наш. А башкиры не нужны. Они бы с удовольствием бы нас вообще всех там переселили куда-нибудь на тот же самый Марс. Ну и вот, или либо ассимилировали, да, чего они добиваются, заявляя, что мы все российский народ, что мы все русские и так далее. Вот это, так и им башкиры действительно не нужны. Им нужны наши земли. Вот это их цель. Потому что они прекрасно понимают, что Россия на сегодняшний момент до такой степени отстала в экономическом вообще плане. И когда все другие уже развитые страны там шагнули далеко вперед, там роботы у них вовсю, там уже помощники в домах, там электромобили выпускаются, люди переходят на альтернативные источники энергии, там, интернет семимильными шагами, там, в космос уже вовсю летают. А Россия, вот она так и осталась, скажем так, в 20 веке, до сих пор не смогла перешагнуть даже на нормальный этап развития. И они прекрасно понимают, что вот если представим, что станет Россия там, демократической, либеральной какой-то страной, как они мечтают, там, прекрасной России будущего, им нужно будет вновь там выстраивать отношения с Западом, соответственно, и наращивать, скажем так, экономику, наращивать потенциал России. За счет чего? В первую очередь, конечно же, за счет ресурсов. Вот. И в то же самое они прекрасно понимают, что им нужно будет платить, восстанавливать Украину, платить репарации за это. Тоже за счет чего? За счет тех же самых ресурсов. Что есть у Москвы? У Москвы ничего нету абсолютно. Поэтому все есть в Якутии, все есть в Бурятии, все есть в Башкортостане, Татарстане и так далее. Вот они за счет наших ресурсов хотят, скажем так, загладить вину перед всем миром, расплатиться за какие-то там технологии и так далее. Поэтому... Вот Певчих сейчас, вот та же Певчих сейчас, по-моему, живет в Германии. Я скажу так. Какие ресурсы были у Германии в 1945 году, когда она была в руинах? Да никаких ресурсов не было, кроме ресурса здравого смысла. У России эти нефть, газ, башкирский лес. Кстати, газ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Там в основном основные месторождения газа. Ну и так далее и тому подобное. Все эти ресурсы уже 500 лет как есть. Принесли они счастье? Нет, не принесли. Неужели вот это непонятно? Вот честно скажу, вот неужели вот это непонятно? Я понимаю, я бы еще понял, если бы Певчих сказала бы, что она беспокоится за тех русских, которые живут в Башкортостане, чтобы их потом там не притесняли, не гоняли, не делали людьми второго сорта. Я бы еще это понял бы. Но с этой точки зрения как раз таки нужно разговаривать с вами, Руслан, с такими, как вы. А тут ведь какая-то иррациональная, абсолютно иррациональная потребность иметь то, что не твое. Они не могут нам, скажем так, предъявить какое-то, знаете, отношение, негативное отношение к русским, потому что у нас никогда такого не было. Мы очень достаточно такой мирный народ. Мы никогда ни на кого не нападали, никогда не вели ни с кем войны. Мы не устраивали никаких там геноцидов или этнических чисток. Ну, если что, мы только максимум защищались, да, когда поднимали восстание против империи. Вот. Что-то подобное, там какой-то, знаете, вот такой негатив, прям нацизм по отношению, там, шовинизм по отношению к русским, у нас такого никогда не было. Они не смогут нам это ничего предъявить подобное. Конечно, но и сегодняшние русские Башкортостана, когда мы обсуждаем вот этот проект будущего независимого Башкортостана, который у нас есть, который я озвучивал в ваших передачах,
И когда я им показывал, мы в комментариях обсуждали, у них никаких вопросов по всем пунктам не было, кроме одного пункта. Один единственный пункт, камень преткновения, это язык. Они говорят, вот, почему мы должны учить башкирский язык? Вот, с какой стати как бы, мы должны учить башкирский язык? Я ему объясняю, потому что это будет независимое национальное государство. Потому что башкирский язык будет единственным государственным языком. Русский язык будет иметь статус официального. Пожалуйста, то есть, да, как бы все сохранится, но постепенно будет переводиться на башкирский язык. Вас никто не будет из-под палки там, учить. Вы как разговаривали на русском языке, тем более старшее поколение, которое там уже давно школу закончило, никто вас не будет заставлять, там, как раньше в ликбез, в начале там, 20 века все заставляли учиться. Нет, ничего подобного не будет. Дети постепенно, придя в первый класс, малыши будут постепенно учить башкирский язык, и так и постепенно к 11 классу уже в совершенстве будет владеть. Как это сейчас происходит в Литве? Есть русские школы, есть украинские школы, есть белорусские школы, есть польские школы полностью на своем языке обучения. Но там изучают официально государственный язык литовский в неделю там по несколько часов, достаточно углубленно. И у них выпускные экзамены на литовском языке, школьные выпускные экзамены. То есть ребенок, и когда я на работе встречаюсь там с русскими, которые живут, родились здесь в Литве, закончили школы, русские школы закончили, либо польские школы закончили, они все двух-трехязычные. Они на своем русском языке в совершенстве разговаривают, они разговаривают в совершенстве на литовском языке, плюс еще знают английский язык, потому что здесь очень хорошая база по изучению английского языка. Все, нормально как бы и живут, и никаких у них вопросов нету, нет никакого возмущения, почему они должны учить литовский язык. Потому что они прекрасно понимают, что живут в независимом государстве, в Литве. Вот то же самое примерно мы хотим сделать и в Республике Башкортостан. Но вот это вот имперское величие, почему они должны учить язык тех, кем они владели, кого они порабощали, там, да, захватывали и держали в своем подчинении в течение 500 лет, там, и почему они должны теперь учить язык этого народа, и почему он должен быть единственным государственным, это вот их возмущает. Все остальное, как бы, они как бы на это смотрят, ну, по крайней мере, ну, не критически относятся к этому. Я единственное, что хочу сказать, я хочу привести другой пример. Вот у нас уже 30 лет независимости. И у Грузии, и у Азербайджана. И я скажу так, что вот была война 2008 года. Вот сейчас критические отношения между Азербайджаном и Россией, так? И у нас, и в Азербайджане подавляющая часть наших русских была на стороне своих государств. Того народа, с кем они живут. Они часть, наши русские, это часть грузинской политической нации. Русские в Азербайджане – это часть азербайджанской политической нации. Этим людям понятно, что у них есть, конечно же, и я думаю, что так как они переживают сейчас за то, что происходит в России, за судьбу России, так, наверное, никто не переживает. Но чисто с точки зрения здравого смысла понятно, что их жизнь зависит от того, насколько успешен будет Азербайджан, насколько успешна будет Грузия и так далее. Поэтому я не понимаю, чем Башкортостан или Татарстан хуже Грузии или Азербайджана. Ничем абсолютно не хуже. Они прекрасно понимают, что Башкортостан и Татарстан, и даже та же самая Саха-Якутия, что это вполне экономически благополучные будущие государства. У них все есть для того, чтобы жить нормально, и уровень их достатка, тех людей, тех граждан, которые будут жить в этих республиках, будет выше, чем в той же самой Центральной России. Это прекрасно понимают здравые люди, которые, русские и другие народы, которые проживают на территории, допустим, Республики Башкортостан, либо Республики Татарстан. Вот. Их просто, если мы говорим о русских бывших советских республик, которые сейчас получили независимость и, как вы сказали, стали влились в гражданскую политическую нацию, то, еще раз говорю, время было другое. Время было другое, тогда люди верили, да, что вот независимость – это хорошее что-то, что тогда они не, скажем, в них не
внедрили вот этот вирус имперства. Он тогда как раз был разбит в конце 80-х годов вот этой вот гласностью, демократией, еще раз говорю, открытием архивов. Вот. Вирус имперства, он, скажем так, немножко выветрился с этого народа, и они поддерживали независимость. Я знаю, что в Республике Татарстан огромное количество русских голосовало за независимость Татарстана. Тогда люди верили... Подтверждаю, все это было на моих глазах. Да, а сейчас просто на протяжении, скольки уже, 25 лет, да, идет вот это вот внедрение имперского вируса в русских, что они высшая раса, что они Богом избранный народ, что у них там отдельный какой-то путь, что они там Третий Рим строят, русский мир и так далее, и так далее. Вот это все как бы их накачивают этим. И, конечно же, они вот после такой накачки, они себя чувствуют там, ну, действительно, каким-то там Богом избранным народом, который там ему непозволительно учить языки, еще раз говорю, народов, которые они там покорили когда-то. Вот это их удерживает. Плюс вот это вот опыт, негативный опыт внедрения обязательного изучения национальных языков в республиках для русских, когда, и с одной стороны, это была профанация. То есть это, конечно, правильный шаг был, да, что и башкирский язык стал обязательным для изучения, но в большей степени сами власти республики в этом виноваты, что все это вылилось просто в обычную профанацию. Когда на уроках башкирского языка сами учителя говорили, занимайтесь чем хотите, когда русские говорили, что, ну, допустим, мы не хотим учить, их никто не заставлял, им все равно там ставили оценки проходные. Вот это само отношение к своему же языку, оно сделало то, что многие просто начали относиться к нему, ну, как к какому-то там ненужному рудименту, да, вот многие народы, имеется в виду, говорили, зачем нам башкирский язык, когда как бы, ну, вы сами к нему плохо относитесь, вы сами там его нормально не преподаете, то есть вы сами его не уважаете, почему мы должны его уважать и учить, тем более здесь все на русском языке. Плюс к тому же, ну, еще раз, Москва, она добила, скажем так, национальной республики, когда все полностью, скажем, перевела на русский язык. Ну и раньше, в принципе, при Советском Союзе такое было. Но сейчас просто вообще подавно. Раньше хотя бы там в деревнях, в башкирских, в больницу ты придешь, ты получишь, скажем, обслуживание на башкирском языке. Придешь ты в сельсовет или там к своему депутату, и ты с ним поговоришь на башкирском языке, с тобой поговорят на башкирском языке. В магазине ты получишь обслуживание на башкирском языке. Сейчас этого нету уже, все на русский язык полностью перешло. И видя это, русские сами говорят, зачем нам нужен башкирский язык, который полностью, ну, он никакой в республике, его нету практически. Он, ну, такая одна вывеска там висит на башкирском языке, и все. Вот это вот как бы влияет очень сильно. Мы же будем, ну, я думаю, что очень радикально подходить к этому, жестко будем требовать знания башкирского языка у всех чиновников, у всех, кто дает какие-то там социальные обслуживания, там в МФЦ кто сидит, там сотрудники полиции, медицина, но это будет все постепенно, конечно же. Я вас уверяю, конечно же, это все будет. Я вас уверяю, что на моих глазах это происходило, несмотря на то, что в Грузии грузинский язык был всегда очень развит, но когда Зviad Gamsakhurdия сказал, что все должно быть на государственном языке, он просто нацистом, националистом и так далее. И до сих пор этот ярлык к нему так прочно приклеил Кремль. А там был именно вопрос о языке, прежде всего вопрос о языке был. Так что, ну, понятно, что через это надо пройти. Добавлю, что Москва будет, конечно же, пользоваться такими моментами. Условно представим, что Москва дала добро на независимость всех республик, отпустила. Условно представим это, что это чудо случилось, как в 1991 году. Но они, пока будут они слабы, они, возможно, нам дадут какие-то там свободы, независимость, полномочия, все, живите как хотите. Но зная, что огромное количество русского населения живет в национальных республиках, и когда они окрепнут, когда Москва вновь окрепнет, опять наберется своих имперских амбиций, а Юлия Навальная, условно представим, что она там пришла к власти, или Михаил Ходорковский, но они явно имперцы. То есть они будут пытаться вновь собрать, возможно, просто на каких-то там договорных основах и так далее, вновь собрать эту всю Россию, свою эту империю.
они будут действовать через вот эту пятую колонну русских в республиках. Они будут давить на язык, что вас там заставлять язык учить. Вот как все это происходило в бывших постсоветских республиках. Тоже все, вот, в основном везде камень преткновения – это язык был. Да. А у башкир, просто поймите правильно, у башкир нет другого пути сохранения своей национальной идентичности, кроме сохранения своего языка. Они не ирландцы. Это ирландцы потеряли язык, но сохранились. Там было другое, там было религиозное противостояние и так далее. Здесь такой степени религии разные, но такой степени религиозного противостояния тоже нет. В основном секулярные. Поэтому язык – это очень важно для сохранения. Я скажу, в свое время я был поражен степенью русификации Татарстана. То есть, я-то приехал из Грузии. Это 86-й год, еще Советский Союз. И меня удивило, да, есть, в пединституте были факультеты на татарском языке, а в университете была одна группа, даже не факультет, нет, одна группа на татарском языке. Во всем громадном Казанском университете. Факультет журналистики обычно бывает на национальных языках, и то это не во всех. Не было. Так вот, потом создали татфак, а сейчас, говорят, татфак опять закрыли. Да. То есть громадный татарский народ с громадной культурной традицией, образовательной традицией и так далее. Один из самых грамотных народов во всей Российской империи. И у него не было возможности получать образование на татарском языке. Арское педучилище и в пединституте пара факультетов. Все. Сейчас я ничего не имею против Арского педучилища. Арск весьма милый городок. Но не будем забывать, что Татарстан – это не только Арск. Так. Сейчас и этого нет. Сейчас практически то, что было в нулевых годах, в 90-х годах и нулевых годах, которые еще сумели сохранить. Это я говорю про то, что было при советской власти. А в 90-х годах, да, был создан татфак, и Яли преобразовали, создали Академию наук Татарстана. Это на моих глазах происходило. Усманов был вице-премьер бывший, он стал президентом-организатором Академии наук, я хорошо знал. В общем, тогда, да, были определенные движения в эту сторону, но сейчас говорят, и это все. Академию наук-то не прикрыли, но если так пойдет дальше, могут и это прикрыть. Сейчас рухнули даже на более низкий уровень, чем это было при Советском Союзе. Потому что тогда, как говорю, экзамены сдавались на родных языках. Тогда не было ЕГЭ. И национальные школы, которые были в деревнях до 11 класса, там все равно преподавались на родных языках, как бы то ни было. Сейчас этого нету нигде, потому что ЕГЭ можно сдавать только на русском языке. Кстати, по поводу высшего образования и по поводу этого, был у нас министр образования замечательный при Мише Саакашвили, Дмитрий Шашкин, кстати, этнический русский, но политический грузин. Значит, вот он, его идея была, и моего друга, близкого друга, который продвигал эту идею, будучи членом парламента, Рамина Байрамова, программа 4+1, но на самом деле 1+4. То есть о чем шла речь? Что сдается экзамены единые на национальных языках, потом студента зачисляют на тот факультет, куда он поступил, и он изучает грузинский язык, и дальше уже учится, как обычно, он на грузинском языке. Вот этот опыт, кстати, вполне может быть использован потом в Башкортостане и так далее. Понятно, что в основном-то это было сделано для азербайджанцев и армян из районов компактного проживания. Но я скажу так, что я вот по примеру азербайджанцев, потому что я знаю, я работал с ними, в регионе появилась национальная элита. В регионе, которая прекрасно знает грузинский язык,
которая встроена в общеполитический контекст. И появились люди в политике, в медиа азербайджанского и армянского происхождения, которые тоже прекрасно... Ну, армянского в основном, правда, из Тбилиси, не из регионов. Хотя из регионов тоже. Я сейчас просто не буду называть, но очень известные люди. Это же естественно, когда люди получают образование на своем родном языке и изучают своих национальных классиков, свою историю, то это выпускается настоящая национальная интеллигенция, которая будет в будущем отстаивать права своего народа и развивать будут дальше свою культуру, свою науку национальную. Это, как бы логично. Я когда приехал в Грузию, значит, я приехал как директор табачной компании. Ну, табачная компания была, значит, в центре, российская была в Москве, и, значит, там меня просто попросили, что типа того, как антикризисного менеджера приехать в Грузию. Да, продавали сигареты, там Вест, Давидов и Галахеровскую продукцию, но отдельный проект был выращивание табака, и первое мое знакомство с Квабукарской или Борчалы было как раз-таки тогда. И вот в Садахло у нас был пункт, и директор пункта приема, интересно был азербайджанец, он мне рассказывал о том, что он своего сына заставляет учить 10 слов грузинских в день. Ну, сын маленький был. Я говорю, зачем? Ты понимаешь, а это еще времена Шеварнадзе, 98-й год, темные времена, вообще всем все пофиг. Ты понимаешь, в чем дело? Когда он будет знать грузинский, это означает, что у него гарантировано место или в налоговой, или в администрации района. Представляешь, говорит, каким он будет большим человеком? Вот. Человек вкладывается в будущее своего сына. Все правильно. Я не знаю, я очень сильно надеюсь, потому что после этого прошло много лет, я, честно говоря, не знаю, где он, я с ним связь потерял, но я очень сильно надеюсь, что с его сыном все хорошо и все классно у него. Поотвечаем немножко на вопросы. Да. Так, это немножко оп-топ. Виолетта Айвазян пишет, уважаемый Гела, очень извиняюсь, послушала сейчас Пату по поводу безвиза в Грузии. Точно с января отменят или пока идут разговоры? Виолетта, пока идут разговоры, но благодаря мудрой политике нашей власти вероятность отмены безвиза стала гораздо ближе, чем... Наби, так я и говорю о ролике, правда, не Вахтанга, а Пата, его Патой зовут, Давид. Я понимаю, что ролик многих задел, кому Грузия не безразлична. И Пата у меня в этом случае, в этом плане, конечно же, человек, с которым мы с удовольствием говорим о внутренних проблемах в Грузии. Так, Грей, спасибо за то, что сказали, а то ведь никто не сказал, что на обложке с Ахмедом Алили написал, что он Вахтанг Байсая. Спасибо. Народ так смотрел, ничего, и... Вот. Почему должно быть Башкирии, но не должно быть Абхазии? Ману Насаакян спрашивает, загнала меня в угол. А вы знаете, я не сказал, что не должно быть Абхазии. Кто вам сказал, что не должно быть Абхазии? Абхазия даже очень должна быть. Но устроить геноцид населения, этническую чистку, изгнать подавляющее большинство населения и поубивать, сделать Бантустан, фактически и политику апартеида. Давайте, но у всех должны быть права равные. Абхазы готовы, чтобы грузины вернулись в свои дома, абхазские власти, скажем так, и дать им равные избирательные права? Не готовы. А знаете почему не готовы? Потому что если им дадут избирательные права, то понятно, кто будет у власти в этой самой Абхазии. Это раз. Во-вторых, Абхазия сейчас оккупированная территория. И если мы говорим о самоопределении, то пускай самоопределяются в районах своего компактного проживания, где они составляют этническое большинство. Никто не против. Я не против. Я не говорю, что другие. Но разбойничьим образом говорить о том, что они независимые, будучи оккупированной территорией, нет, так не получится, ребята. Развод так развод. И цивилизованный развод.
А если сейчас кто-то придет и оккупирует и скажет, вот вы сейчас независимы, они не независимые, они зависимы. Они зависимы от России, полностью зависимы. Так что, Манана Хацакян, вот именно поэтому национальный проект абхазов сегодня, если вот серьезно, сегодня абхазов могут спасти грузины. Потому что сегодня от абхазов уже ничего. Народ, который составляет около 100 тысяч. И народу, который Россия умножает на ноль. А знаете, почему она умножает на ноль? Хорошие места. Не будет абхазов, ну уже сейчас закон об апартаментах и так далее. Приедет сейчас 200 тысяч русских граждан, не обязательно этнически русских. И что останется от той Абхазии? Они сейчас держатся за счет того, что у них в Конституции прописано, что президентом Абхазии может быть только этнический абхаз, а на самом-то деле у них на местах у власти исключительно абхазы. Есть 2 армянина в парламенте или 1. Показательные. Понимаете, что это политика апартеида. Апартеид в наше время, извините, недопустим. Пусть Россия оккупирует территорию, а мы как-нибудь с абхазами давайте разберемся. И ведь никто с ними не собирается разбираться с позиции силы. Но опять-таки говорю, в Грузии абхазский язык государственный. Абхазский язык государственный. Но мы не можем без Абхазии развивать абхазский язык, извините. В Грузинской ССР у абхазов, при всем при том, что они были весьма малочисленным народом, был и театр, и радио, и телевидение, и газеты. Все на их языке было. Все. Абсолютно все. Сегодня положение абхазского языка в независимой Абхазии гораздо хуже, чем было тогда. Вот и вся разница. Я думаю, что я ответил на вопрос. Идем дальше. Ну вот, прям как азербайджанцы, они тоже резали у армян уши. А армяне у азербайджанцев уши не резали? Ну, когда пишете что-нибудь, думайте, ну. Вопрос. В Башкирии в общеобразовательных школах обучение на каком языке проводится? Ну, вопрос. Вопрос задан. Руслан, отвечайте. На русском. Сейчас все происходит на русском. Очень осталось еще небольшое количество школ, что-то около 200-300 школ, где обучение до 5 класса есть на башкирском языке. Ну и потом в дальнейшем там некоторые предметы, такие как там пение, возможно, труд, физкультура, может быть, тоже на башкирском языке. Но это в таких в очень глухих башкирских деревнях, где моноэтническое башкирское население. Но начиная с 5 класса все наиболее такие серьезные предметы, по которым в дальнейшем сдаются экзамены, ЕГЭ, они все на русский язык переходят, обучение. То есть это и алгебра, геометрия, физика, химия, то есть такие вот. К сожалению, так. Извините, ребята, я так и не понял, я сейчас смотрю, может быть, у меня не показывает, что случилось с Расулом Бейджиевым, что там, какие-то там непонятно, если что, напишите. Значит, Мирон пишет, и в Башкирии пусть остановят и проверят документы у людей славянской национальности, а почему, славянской внешности, а почему нет? Но, к сожалению, Башкирия колония, который не имеет никаких прав, и любая вот такая подобная попытка остановить человека со славянской внешностью и проверить у него документы только потому, что у него славянская внешность, вызовет такой скандал на всероссийском уровне. Там все Соловьев будет, ну, там 10 передач подряд посвятит башкирским националистам, башкирскому национализму и так далее, и так далее. То есть как там плохо, как все плохо и как угнетают русских в Башкортостане. То есть это невозможно представить, потому что все сразу слетят там с мест, какие там, кто подходил, проверял документы, его начальник, потом начальник начальника, там все слетят с мест, если как бы даже не скинут самого там главу республики после этого, то есть не уберут его, а это все происходит просто по одному указу из Москвы. Сейчас нету никакого выбора, что вот мы проголосовали за человека, мы его оставили, и только мы имеем право как бы его снять. Ничего подобного.
снимут за утратой доверия, как говорится, да, и все. Поэтому вот такое, ну, просто невозможно представить. Я знаю, что ты уже отвечал на этот вопрос, но тем не менее Палад Аксарай спрашивает: здравствуйте, я хочу знать, это чей флаг? Башкирский флаг, а дальше уже... Это флаг Первой Башкирской Республики, Республика Башкортостан. Еще его называют Валидовский флаг. Вот этот флаг должны были в 1991 году наши депутаты Госсобрания Курултая, башкирские депутаты, принять. Но немножко не успели, на месяц опоздали. Точно с такой же расцветкой флаг приняли Коми, депутаты Республики Коми. У них вот точно такой же флаг, правда, у них вместо голубого синий цвет. Такой, ну, более Значит, темный. уже не такая же расцветка. Ну, да, но все равно, то есть они не стали, скажем так, принимать такой же флаг и поменяли расцветку. Вот, поменяли не расцветку, а поменяли расцветку местами, скажем так, на флаге. Вот, синий сверху, белый посередине, зеленый снизу сделали. Вот, но мы собираемся вернуть обратно, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, 4-я Башкирская республика, уже независимая, будет вот с таким флагом. А сами Коми, скажем, активисты Республики Коми, национальное движение Коми, у них есть свой флаг, который они считают своим национальным флагом. У него такая расцветка, ну, там в сторону скандинавов, вот как-то вот у них есть вот, что с крестами такими. Вот они собираются его возвращать и делать государственным флагом. Поэтому мы с ними Это похоже на финский, наверное. Да, вот что-то такое. Мы с ними договорились, у нас нет никаких разногласий. Они говорят, мы с удовольствием вернем ваш флаг вам, потому что у нас будет другой флаг. Тамир из Казахстана спрашивает: Руслан, Гела, спросите про репарации Украине. Руслан красиво объяснял, как будут башкиры платить. У меня есть моя точка зрения. Я не слышал объяснения Руслана. Я сейчас послушаю Руслана, а потом скажу свою. Ну, я считаю, что башкиры, так как участвуют в этой войне, и сейчас, к сожалению, война зацепила всех, как говорится, и сейчас нет такого, как, ну, допустим, в той же самой Чечне или в Афганистане, когда вот нам некоторые приводят пример, что вот сами украинцы участвовали там в подавлении, там в афганской войне, когда они там участвовали в подавлении Чехословакии или Венгрии и так далее. Да, это было, они в этом участвовали, как та же самая колония империи, которую гнали в этих вот войнах. Но там все-таки есть разница, там были призывники. Призывники люди, которые служили по призыву, их отправляли приказами, да, гнали вот в эти войны и так далее. То есть отказаться, ну, практически было невозможно. Ну, можно было, конечно, отказаться и тогда, но это было очень сложно, тем более для юнцов 18-летних. Сейчас нету такого, чтобы просто брали как бы и отправляли силой на войну. Люди сами идут, подписывают эти контракты, получают за это деньги и идут убивать украинцев. В этом доля вины башкирского народа и Республики Башкортостан есть, несомненно. Это никто от этого не отказывается. И, конечно, мы будем платить свою долю репараций за разрушение Украины, потому что башкирский народ в этом участвует. Республика Башкортостан в этом участвует. И Хабиров, сегодняшний глава Республики Башкортостан, он много сделал зла для украинцев, и он прям, скажем так, рубаху на себе рвет только для того, чтобы угодить Путину в том, чтобы поучаствовать в этой войне. То есть отправляет ежедневно там какие-то гуманитарные грузы, там, набирает максимальное количество солдат, создает какие-то национальные батальоны и так далее, и так далее. То есть поэтому нам всем придется расплачиваться за это, конечно. С вашего разрешения я выскажу свою точку зрения. Мы живем в век цифровой индивидуализации. И я считаю, да, коллективная ответственность, конечно, есть, но коллективная ответственность, она распространяется, например, сейчас башкиры будут точно так же, как и все остальные народы России, все население России страдать от того, к чему ведет Путин Россию, она уже у обрыва. Но что касается платить и так далее, я считаю, что будет несправедливо, если будут платить те люди, которые боролись за независимость и были за Украину в этой войне и свой вклад. Я считаю, что должны платить такие, как Хабиров. И даже, да, они могут потом сказать, что
их обманули, но даже обманутые, которые воевали в Украине. Вот эти люди должны выплачивать репарации. И весь груз должен быть не на молодом башкирском государстве. Понятно, что так или иначе это будет отражаться. А вот именно на тех, кто непосредственно принимал участие в войне, или же тех, что еще хуже, который создавал политический фундамент для того, чтобы эти люди шли и умирали там. Вот такая у меня позиция. Может быть, это неправильно, я не знаю, смотрите сами. Ну, несомненно, я считаю, что, конечно, в первую очередь вина будет ложиться на тех, кто непосредственно участвовал, кто пропагандировал, кто собирал какие-то там донаты, собирал какую-то помощь. В первую очередь на них, конечно, это будет распространяться. То есть человек, который был против войны, выступал, страдал за это, сидел за это и так далее, конечно, не будет ничего платить. То есть, но, еще раз говорю, как бы мы не отказываемся. То есть мы не будем вставать в позу и говорить, что вот мы там против рации нас вели. Но все равно не понимаю, что со словом произошло. Напишите внизу. Тамирис написал, вы знаете, что Латынина сказала про казахов? Благодаря оркам казахи выжили, говорит. Наглости нет предела. Да господи ты, боже мой, тут бураны у нас есть целый, который постоянно это утверждает. Так что не обращайте внимания. Вот Марат написал, что в Астане есть, тоже есть, но вместо оперы большинство казахов предпочтут сходить на концерт Димаша. Во-первых, я бы и сам с удовольствием сходил бы на концерт Димаша, это раз. Во-вторых, подавляющее большинство людей в любой стране, даже в Австрии, уверяю вас, опере предпочтут Димаша. Ну вот так, и в этом нет ничего плохого на самом деле. А Димаш хороший парень. Кстати, в Казахстане, в Астане открыли четвертый в мире метро, где не будет никаких машинистов. Это автономный полностью метро, и я очень рад. Очень красивое метро, недавно показывали его, очень красивые вот эти вот поезда, которые будут ездить беспроводными. Поэтому надо только радоваться за то, как Казахстан развивается, и мы белой завистью завидуем братьям. Так я думаю, что это пример, это всегда замечательно. Есть. Субутай спрашивает, какова роль Азербайджана, Турции и Казахстана для обретения независимости Башкортостана? В чем вы лично видите нашу роль? Я думаю, что когда случится кризис власти и башкиры начнут свою борьбу за независимость, конечно, ваша поддержка нам будет очень важна. Мы, конечно, не призываем, чтобы вы там прям участвовали в этой войне там, или в каком-то там конфликте, если он произойдет, и чтобы вы там... Но если мы объявим о своей независимости, было бы хорошо, чтобы вы признали нашу независимость. Это будет самый большой вклад, который вы можете внести. Если как это произошло со всеми тюркскими странами бывшего Совка, когда Турция первая признала независимость Казахстана, там, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана. Я думаю, что это будет самый лучший вклад. Риак Сокол, который, в общем-то, дальше писал про резню и так далее, вначале задал вопрос. У нас в республиках русских большинство. Как вы планируете убедить, что нужно отделиться? Ну, во-первых, это распространенное. И никак не большинство русских. Начнем с этого. Это распространенное, что русских большинство. На самом деле нет. Если вы посмотрите статистику, то русских там всего 36%. Это явно не большинство. Татар и башкир более 50%. Это вот большинство. И татары, точно так же, как и башкиры, нуждаются в отрыве от империи, нуждаются в независимости, в сохранении своей национальной идентичности, корней, языка своего и так далее. Поэтому и башкирам, и татарам нужна независимость. В общей сложности мы большинство. И мы
И так как башкирский и татарский язык, они схожи между собой на 95%, на 97% даже процентов, то единая языковая среда от Урала и до Волги в двух наших республиках, я думаю, это будет прекрасный такой показатель того, насколько могут быть независимые государства без русского языка имеется в виду, без давления русского языка на все остальные. Да, это, кстати, совсем не значит, что эти 36% не нужно убеждать. Нужно убеждать, и они должны иметь абсолютно равные права со всеми остальными, но они не могут решать, быть или не быть башкирскому народу. Ну, а тем более не могут решать в Москве, которые вообще не имеют, те люди, которые ни разу в Уфе не были. Мы имеем право на независимость согласно международному праву на самоопределение. Имеем право на создание своего собственного независимого государства. И мы не виноваты в том, что русские, когда-то приехав в эту страну, колонизировав ее, заселив ее, вот эти волны колонизации были, и в итоге их стало много, очень много, так что теперь они могут диктовать свою волю. Но вы хотите сказать, что теперь буряты не имеют права, если их там в республике 39%, а русских там больше 60%? То есть буряты теперь что? Что им теперь? Оставаться всегда под Россией, под Москвой? А алтайцы, а хакасы, а карелы, которых 6%, как им быть? Грейвур спрашивает, если процесс русификации страны не остановить, есть ли опасность, что будут аннулированы национальные регионы, а вместо них будут созданы просто губернии, как в царские времена? Я практически уверен, что к этому все будет идти, если режим не рухнет, и условно, если они, скажем так, пойдут на мир, на какие-то там перемирия, условно выйдут из этой войны с каким-то сохранившимся лицом, если режим устоит, то они, конечно же, переключатся на внутренние политические процессы, и они прекрасно знают, что в национальных республиках для них это вот угроза. То есть так как они мечтают, они уже сейчас уже называют всех башкиры, русские чеченцы, русские татары, пытаясь нам навязать идентичность русскую. Но пока есть национальные республики, пока у нас есть свои дома, скажем, национальные, это все сложно. Вот. И, конечно, они будут пытаться в первую очередь ликвидировать нас, национальные наши республики, чтобы еще сильнее ассимилировать нас. И вот эти сейчас процессы, которые идут с реформы двухуровневой на одноуровневую муниципальную систему, муниципальное управление сейчас переходит, когда на одноуровневую систему муниципального управления переходит, когда убирают депутатов, районных депутатов, там, сельских поселений депутатов убирают. Это вот процессы к этому как раз и идут, к ликвидации вообще национальных республик. Я уверен в этом. Субутай спрашивает, еще один вопрос, почему активисты из Башкортостана предпочитают поддержку ЕС, нежели огромного тюркского мира? В чем проблема? Отвечайте, Руслан, потом я отвечу честно. Я не вижу здесь нашей нелюбви к тюркскому миру, наоборот, мы очень рады тюркскому миру, рады будем войти в состав тюркского мира, и в ОТГ мы стремимся в первую очередь, прежде чем в Евросоюз, какие-то НАТО, как некоторые наши псевдолибералы башкирские мечтают войти, мы хотим войти в организацию тюркских государств. Вот. Просто, к сожалению, сегодняшнее руководство тюркских стран, этих тюркских республик независимых, они не видят нас пока еще. Они стараются не ссориться с Москвой, чтобы не поднимая проблемы башкир, татар, якутов и других народов. Вот в этом проблема. А так мы только за тюркское единство. В принципе, вы сами ответили на мою часть ответа тоже сказали, ну, нет этой поддержки от огромного тюркского мира. Она должна быть, и в данном случае, я думаю, общество должно сыграть свою роль. На низовом уровне от казахов, от кыргызов, от узбеков, от азербайджанцев мы видим очень сильную поддержку. Народы прям нас поддерживают, особенно вот когда мы там пытаемся в своей республике отстаивать свои права во время баймакских событий, во время Куштау это было.
Ну и вообще сейчас, когда мы говорим о независимости, я в своих видео очень часто вижу комментарии представителей разных тюркских народов, которые выступают в поддержку нашу. То есть на низовом уровне поддержка очень большая, но, к сожалению, на государственном уровне ее нету. Так, Осман 15 июля едет в Севнаке. Добро пожаловать домой. Голос национальных меньшинств. Ну вот, Джансо, в принципе, пишет о том, что голос национальных меньшинств должен быть услышан, нужно и на английском выступать на широкую аудиторию. Что скажете, потом я скажу тоже. Я согласен, надо использовать все возможности для того, чтобы нас слышали и английском. Но в первую очередь я считаю, что мы должны работать, как я до этого говорил, со своим населением. В первую очередь. Если наше население не будет готово, и весь мир будет знать о проблемах башкир, как сегодня весь мир знает о проблемах уйгур, допустим, да, но ничего невозможно сделать. Уйгуры, ладно, это другая тема, как бы. Я вот сейчас говорю о башкирах. Если башкиры на сегодняшний момент сами не хотят независимости, условно, если они там подвержены вот этому имперскому мышлению о том, что Великая Россия там, и так далее, если они боятся этой независимости, что очень многие говорят, что они реально боятся. Они боятся неизвестности, они боятся там каких-то будущих трудностей. Они говорят, что вот нам приходит пенсия там 15 тысяч рублей. И нам это хоть мало, да, но это стабильность. Вот, они вот так говорят. А что будет у вас, там, когда вы станете там, независимы, какие потрясения будут, мы этого не знаем, мы этого боимся. Вот в первую очередь нужно их убеждать, в первую очередь их готовить население. А я считаю, что разговаривать будут с теми, кто контролирует власть на местах. Если мы, вся республика, весь народ многонациональный объявит о своей независимости, то с нами будут считаться, с нами будут разговаривать на любом языке, перейдут на наш язык, если надо будет с нами договориться. Как сейчас это происходит в Сирии, условно. Дорогая Джансу, несомненно, насчет английского вы правы, но есть один момент. На широкую аудиторию были попытки, но не смотрит англоязычная аудитория нас. Да, сейчас нужно признать, и это факт, и ничего плохого в этом нет, ничего ужасного в этом нет. Общий язык межнационального общения, как раньше говорили, это русский язык. И да, сейчас говоря на русском, мы имеем возможность донести наши мысли до тех, кто, в общем-то, разделяет наши идеи. В общем, неважно, независимо от этничности. На английском языке это важно точечно для депутатов, для политиков и так далее. Хотя, в принципе, необходимо еще и для создания общественного мнения на Западе, но для этого нужны совсем другие силы и средства, уверяю вас. И вот тут как раз-таки мы возвращаемся к вопросу Субутея. Почему так важна поддержка ЕС? Именно для этого она и нужна. Для международного признания саму проблему надо признать. Поймите правильно, саму проблему. И в ЕС готовы к этому, да. В Европе к этому готовы признать эту проблему. Не потому, что они не любят Россию, а потому что в данном случае есть определенные нормы, и народ должен быть. Уверяю вас, если бы в России было бы все замечательно и прекрасно, если бы башкирский язык развивался и так далее и тому подобное, мы бы сейчас не говорили бы с такой горечью. Это не значит, что идея национальной независимости не было бы, но она бы не была бы так актуальна. А сейчас она актуальна как никогда. Речь идет о сохранении народа, поймите правильно. Вот я здесь добавлю свои 5 копеек. Вот возьмем условно Шотландию сегодня. Когда-то, когда, скажем, шотландцам было очень плохо в составе Англии, они вели свои войны за независимость. Сегодня, мы помним, им дали возможность отсоединиться, проводить референдум. Референдум они проиграли, потому что большая часть шотландцев не захотела отсоединяться от Великобритании. Видимо, у них все прекрасно, значит, у них развивается язык, у них экономика очень высокая, хорошие рабочие места, есть для жизни, то есть, да, культура развивается.
Они хозяева на своей территории в Шотландии, сами шотландцы, у них там партия своя, свой парламент и так далее, все есть. То есть вот и здесь и то как бы половина хочет, половина не хочет, но большая часть не хочет независимости, потому что все устраивает. Вот. Но у нас-то этого же нету. Если бы действительно, как сказал уважаемый Гева, если бы в Республике Башкортостан башкирский народ рос бы в численности, у нас бы росло развитие языка, не только школы, но и институты были бы на башкирском языке, там все фильмы, передачи какие-то, там телевидение, музыка, кино и так далее, и так далее. Все это было бы развитие. Зачем нам было бы отсоединяться? Если бы у нас экономика росла бы, если бы мы богатели бы, могли бы там свободно путешествовать по всему миру, нас бы знали. Но я думаю, что в этом случае народ бы не хотел бы независимости. А сейчас народ просто боится еще хуже. И так плохо, что будет еще хуже. Вот этого боятся. Многие боятся, что, возможно, будут какие-то конфликты, войны. И этого боятся. Но все равно к этому все равно это случится неизбежно. Здесь вот, потому что Россия, она не меняется в лучшую сторону. Замечательная мысль от Алины. Центральная Азия отделилась, и что? Что же, они не живут у себя, развивая свою экономику. Почему прутся к нас, к вам, к вас? К вас уже не будут переться. Просто-напросто так уж получилось, Алина, что на протяжении многих лет, десятилетий, исторических периодов центральноазиатские народы, тюркские народы Туркестана и не только тюркские, были просто-напросто колониями России. И да, из Пакистана едут в Британию, в Лондон, из Индии едут в Лондон, из Алжира едут в Париж. И это вообще, но Россия и тут ухитрилась создать такие условия, что скоро из бывших колоний к вам не будут ездить. И вы можете этому обрадоваться и сказать, да и хорошо. Да нет, ничего хорошего. Я добавлю, да, тоже, может, если можно, позволите. Да, конечно, это ваша передача. Здесь я хочу сказать Алине, что и в Европе с разных стран друг другу ездят зарабатывать деньги. Поляки едут в Германию, литовцы едут в Польшу, немцы едут во Францию. То есть это нормально. Я хочу сказать, что больше 1 миллиона россиян с начала войны выехало в разные страны, в том числе и в Узбекистан огромное количество поехало, и в Кыргызстан, и в Казахстан, пытаясь найти там убежище и жить там, и сейчас там остаются жить, их все устраивает, прекрасно себя чувствуют. Вы им там не хотите сказать, что вы претесь в эти не развивающиеся страны. То есть странно это все слышать. Ну и действительно, как правильно сказал Гева, эти страны развиваются, и очень скоро, я уверен, уже Казахстан обошел. Из Казахстана почему-то никто в Россию работать не едет. Уже по уровню развития Казахстан обходит Россию, и по доходов на душу населения он обходит Россию. Я уверен, что еще 20 лет и россияне будут в очередь выстраиваться, чтобы попасть в Казахстан и там пожить, поработать. Все впереди, Алина, вы еще это все увидите. Живите долго и счастливо. Руслан, огромное спасибо. Мы проговорили почти 1,5 часа. Я так и не понял, что произошло с Расулом. Осадок остался. С Аке мы попрощались, но это было исторически неизбежно. А в остальном, я думаю, это был полезный, поучительный разговор для всех, для нас. И как говорит мой друг Эльдар Намазов, пора иногда положить папаху на стол, задуматься, посмотреть на эту папаху и сделать выбор. Каждый из нас сегодня делает такой выбор. Огромное спасибо, Руслан, за очень интересное. Спасибо большое. Спасибо большое, Гео. Спасибо большое, зрители. До свидания. Счастья, здоровья, благополучия, всего самого-самого лучшего, дорогие друзья. Всего доброго и до новых встреч. Подпишись на «Свободный Башкортостан».